формате видеоинтервью и в формате газеты записывался уже буквально несколько дней назад в формате интервью, видеоинтервью, то есть именно в контексте 100 дней работы президента, какие изменения в стране, на мой взгляд, я ощущаю и так далее. Там 3 пункта я отметил, то есть я думаю, ну, по газете это давно было, там тоже девушка с Москвы мне звонила, я как понимаю. Но если событийку надо наполнять, вот прям критически мне несложно сказать. Ваня, привет, набери, пожалуйста, как увидишь. Давай, Ваня, мне надо будет тебе ключ передать от офиса, где вот это мероприятие сегодня у нас будет проходить, потому что она минут 30 задержусь, скорее всего, у меня с АП, медийка и так далее. Надо разрабатывать. Я тебе ключ дам, чтобы вы меня там полчаса не ждали, и заберешь локацию, кину, ты был уже у меня. Ваня, по каждой телеге, которая создается, мне обязательно ссылку кидайте, чтобы я видел, потому что мы здесь, руководители штаба, должны, во-первых, иметь об этом представление, во-вторых, у нас могут спросить об этом, чтобы мы вместе с вами не выглядели как люди, между которыми координация не налажена и так далее. Поэтому все, что касается СМИ и так далее, освещения обязательно информируйте. Мне нужен человек в Сухуме, который займется, который понимает что-то в медиа и который готов будет с нами поработать. У тебя есть такой на контроль, чтобы эти телеги взял? Там процедура добавления в каналы не совсем простая. Это мне нужно будет другой телефон взять и подобавлять вас. Я понял, Ваня, если мы будем такого человека искать, наверное, у него время, возможности и так далее, мы будем, что-то мы можем предложить ему дополнительно, потому что энтузиастов на такую работу, сам понимаешь, приглашать это некорректно. И по Сухуму это в рамках именно Сухумского штаба ты имеешь в виду именно? Артур, смотри, объясню, чтобы ты понимал. Нужен человек, который понимает плюс-минус в медийке, у которого есть уже опыт. Может, кто-то из администрации, кто пресс-службой занимается. Человек, который сможет координировать медиаплан,